Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этой минуте. Руководителем Мирнинского оперативного штаба назначил Николай Дадохов. Семьи с детьми смогут путешествовать по льготному семейному тарифу до конца этого года. В Ленске облагородили родник. Расскажем, кто и как этому поспособствовал. По решению районного оперштаба сегодня в первой половине дня в Мирном прошло совещание КЧС по пожарам. Так, по словам заместителя главы района Дмитрия Ситнянского, оперштаб разослал всем работодателям рекомендательное письмо по послаблениям из-за задымленности. Напомним, во вторник с рабочим визитом в Мирном побывал глава Якутии Айсен Николаев, где порекомендовал сократить рабочее время и усилить работу учреждений здравоохранения. По предложению Айсена Николаева в Мирнинском районе организовали оперштаб. Руководителем оперативного штаба по тушению лесных пожаров в Мирнинском районе координации сил и средств назначил Николай Дадохов, замминистра экологии Якутии. Он прибыл в район минувшим вечером и сегодня уже работает на месте. В первой половине дня Дадохов провел совещание КЧС района, где были обсуждены вопросы координации сил и средств, которые сегодня привлечены на тушение лесных пожаров. По его словам, на территории района возник еще один пожар в районе поселка Айхал. Туда направлены специалисты авиалесоохраны для оценки ситуации. Также сегодня Дадохов во второй половине дня работает в поселке Светлый, где рядом с населенным пунктом бушует еще один пожар. По его словам, там будут проводиться работы по локализации и планируют мобилизовать местное население. Вечером или завтра специалисты, которые задействованы, выйдут на пожар в Тас-Юрях. Николай Дадохов в Мирном пробудет всю эту неделю. В Мирнинском лесничестве провел совещание, в котором приняли решение по пожарам, которые сейчас имеются в Мирнинском районе. Но сейчас в основном имеется 4 лесных пожара, которых нужно тушить. И пожар подходил к Светлинской ГРЭС. Мы сегодня решили с администрацией поселка Светлинск и руководством там ГРЭС там сделать окантовку этого пожара, собрать добровольцев с местного населения. Там находятся авиационные пожарные службы с Читинской области и Бурятии по 7 человек. Если там все локализует и будем контролировать, то этих авиационных пожарных служб хотим вывести на Тас-Юряхский пожар номер 44, который пока еще не очень большой, но его надо тоже локализовать. В Якутск прибыла уполномоченный по правам ребенка при президенте страны Анна Кузнецова. В столице региона она посетила добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. Волонтеры поделились, что сегодня необходимо в первую очередь для тушения огня. Кузнецова также вручила добровольцам благодарственные письма за борьбу со стихией. Кроме этого, она вместе с главой региона Айсеном Николаевым проведет совещание по итогам проверки соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в регионе. Когда люди стремятся помогать друг другу, тогда ничего не страшно. Любые катаклизмы, все это преодолимо. Поэтому, если помощь в чем-то нужна, я, во-первых, буду рад познакомиться с тем опытом, который здесь реализуется, добровольной волонтерской помощи. Между тем, Анна Кузнецова посетила Мындабинскую среднюю общеобразовательную школу Усть-Алданского улуса и интернат учебного заведения, где встретилась с педагогами и с родителями и обсудила вопросы воспитания детей.
К другим темам. Семьи с детьми смогут путешествовать по льготному семейному тарифу. До конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет смогут отправиться в путешествие, выбрав средством транспорта в своем туристическом пакете железнодорожную перевозку по специальному льготному тарифу. Скидки будут действовать на железнодорожные билеты поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России. В среднем цена такого билета снижена примерно на 40%. Воспользоваться льготным тарифом можно при приобретении годовых и индивидуальных туров у туроператоров. Буровые станки в Накыне с 2020 года оснащены высокоточной системой навигации. Для чего это было необходимо и как изменились буровзрывные работы, смотрите в сюжете далее. Подскажи, есть скважина вода? Нет, скважины сухие, без воды. Принято. Радиосвязь в карьере Нюрбинске – единственное средство общения на буровзрывном участке. Вот и машинист Артур Пантюхин по несколько раз берет в руки рацию, докладывает обстановку, как и 18 лет назад, когда мужчина бурил на американском станке ДМ-2. В остальном работа полностью изменилась. Современные установки и в управлении легче и комфортабельнее. С прошлого года в просторной кабине Питвайпера, так называется станок, к системе шумоизоляции, бортовому компьютеру и 4 обзорным камерам добавилась система навигации «Кобус». Что очень делает удобным для машинистов, это навигация. То есть мы видим карту блока, скважины, глубина. Очень удобно. Не надо по старинке бегать, колышками размечать полигоны. Очень удобно. Система установлена на 5 станках, позволяет передавать план бурения машинисту и высокоточные координаты. Ответственные за буровзрывные работы могут видеть всю информацию по процессу, сколько, как глубоко и где пробурил станок. Бурение скважины проходит, как и 20 лет назад, но благодаря автоматизации этого процесса контролировать его могут не только диспетчеры, находящиеся за несколько метров отсюда, но даже начальник участка в другом городе. Николай Иванов, горный мастер участка буровзрывных работ, находится не в другом городе, в Накыне. Из кабинета видит все передвижения установок и рабочий процесс в реальном времени, а также определяет участки работ, места закладки компонентов взрывчатки, контролирует рабочий процесс и может спрогнозировать детонацию. В плане удобства горным мастерам колоссальные. То есть раньше мы все это проектировали в автокаде. Это через маршрут дров выставляли линию бурения, ключевые скважины, и по ним мы расставляли вручную колышки, камушки. А тут уже мы можем запроектировать, утвердить этот проект и сразу скинуть на базу данных Кобуса. Оттуда сразу через 5 минут может уже на станок начать бурить. Время утверждения проекта бурения сократилось примерно в 6 раз, с получаса до 5 минут. Повысилась скорость и качество. А мировой опыт показал, автоматизация буровзрывных работ снижает в среднем на 15% финансовые затраты и улучшает показатели по добыче горной массы. Мария Флоренция, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». 3 объекта здравоохранения ведут под ключ в Якутии. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения республики на 2021-2025 годы и казенное учреждение служба государственного заказчика республики заключили госконтракты на строительство 3 объектов, ввод которых запланирован во втором полугодии 2023 года. Благодаря программе в селе Итыкюэль началось строительство 3-этажной поликлиники на 200 посещений в смену. Также ведется разработка проектно-сметной документации больничных комплексов в поселке Усть-Мая и селе Чурапча. А 1 сентября школьники поселка Чульман Нерюнгринского района пойдут на занятия в родную и единственную школу номер 7. Созданию комфортных условий для чульманцев предшествует большая работа. Подробнее в сюжете наших коллег. На дорожном полотне к школе номер 7 поселка Чульман протяженностью 370 метров и шириной 4 метра уложен сплошной асфальт. От улицы Транспортной до школы теперь есть комфортная дорога, по которой удобно идти пешком и ехать на школьном автобусе. По поручению главы республики Айсена Сергеевича в апреле месяце мы получили задание о том, чтобы от улицы Транспортной до среднеобразовательной школы номер 7 мы сделали дорогу. Сегодня
компания «Дорожник» выполнила работы. Можно смело говорить о том, что будут определенные удобства не только для детей, но и для родителей. То есть жители поселка Чульман сегодня получили участок дороги именно непосредственно к школе номер 7. Средства на ремонт дороги выделила администрация поселка Чульман. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожнику» на асфальтирование понадобилось всего 3 дня. Ой, такие счастливые у нас ребятишки на велосипеде. И на чем хочешь катаются целыми днями. Сейчас только отсыпочку сделают. Сегодня полным ходом ремонтируется школьное здание. В первую очередь это ремонт системы отопления 1, 2 и 3 этажей, который не выполнялся с даты открытия в 1989 году. Объем работы большой, но это все делается для детей, чтобы у нас было тепло и уютно. В этом году нам выделили денежные средства для проведения этой работы. Деньги на ремонты, около 7 миллионов рублей, выделены из бюджета района, на которые также будет отремонтирована кровля детского сада «Ласточка». И практически во всех учебных кабинетах 7-й школы выполняется косметический ремонт и замена линолеума. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленске прохладная родниковая вода теперь струится из имитированного колодца и бежит, не просто пробивая себе дорогу сквозь пески. Дно русла ручья аккуратно выложено камнями. Облагороженная территория возле источника чистой воды. Теперь к ключу не только приятно подойти набрать воду, здесь можно отдохнуть в жаркий летний день и хорошо провести время с друзьями в беседке. Помимо благоустройства родника, меценаты построили зону отдыха. Под навесом установили длинные столы, лавки вместимостью на 40 человек. Также создана зона барбекю, а вся территория выложена скальником. Возле родника установлен крест Хьюаш-Кар. Не случайно. Он привезен из самой Армении. Такую благотворительную акцию организовали братья Сачан в память о своих покойных родителях. Вот 2 брата Мисак и Ваге строили память родителям их. Вот. Чисто порядка, чтобы люди подошли аккуратно, набрали воду. Конечно, это все делается для ленчанов, чтобы аккуратно все пришли, набрали воду, сидели, отдыхали. Все это делается для ленчанов. Должен понять, чтобы не надо мусорить, чтобы все было прекрасно. Перейдем к новостям спорта. Якутский легионер сборной Кыргызстана по вольной борьбе Аял Лазарев потерпел поражение от американца Гейбла Стивенсона в стартовой схватке на Олимпийских играх в Токио. Встреча в весовой категории до 125 килограммов завершилась со счетом 10-0 в пользу 21-летнего представителя США, который является действующим победителем чемпионата Панамерики. Отметим, что Лазарев сохраняет шансы на продолжение борьбы за бронзовую награду. Для того, чтобы якутянин вступил в утешительные схватки, Стивенсон должен выйти в финал турнира. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.